Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». И я Роман Спиридонов. И сегодня мы начинаем этот эфир с истории, связанной с милитаризацией детей в оккупированном Крыму. Несмотря на пандемию, оккупанты продолжают привлекать детей к службе в каких-то организациях типа Юнармии, ДОСААФ, собирают на сборы, в общем, всячески прививают культ войны и тем самым нарушают ряд статей Конвенции о правах ребенка. И вот как быть в этой ситуации, как защитить детей от насильственной милитаризации, мы будем говорить с нашим гостем, с нашим экспертом Сергеем Пархоменко, директором Центра внешнеполитических исследований. Дело в том, что прокуратура Автономной Республики Крым совместно с Крымской правозащитной группой направила в Международный уголовный суд в Гааге представление информации о милитаризации детей в оккупированном Крыму. В нем собрана доказательная база военных преступлений оккупантов, призыв граждан Украины в армию, уголовное преследование тех, кто не хочет служить в армии оккупанта. Речь в нем идет и о крымских детях, ставших жертвами российской милитаристской пропаганды. Правозащитники подготовили данные об учебных заведениях в оккупированном Крыму, которые ведут военную подготовку детей. Это Крым Патриот Центр, ДОСААФ России, Юнармия. И все они вовлечены в систему пропаганды военной службы. И сегодня в Киеве прошел круглый стол, на котором эксперты пытались найти ответ, что же должна сделать Украина, чтобы спасти детей на оккупированных территориях от милитаризации, как нужно привлечь умы, вернуть умы детей, не допустить, чтобы поколение стало потерянным. Буквально 1,5 часа назад мы в эфире говорили об этом с координатором Крымской правозащитной группы, с экспертом Крымской правозащитной группы Ириной Седовой, и она категорически настаивает, что термин «потерянное поколение» говорить ни в коем случае нельзя, что это некорректное утверждение, потому что мы не теряем это поколение, а должны создать условия защиты крымских детей от таких акций российских оккупантов, чтобы не допустить взращивания культа силы, чтобы не привлекать детей к этим военизированным организациям, не культивировать в них культ войны. Для России же культ войны такой очень знаковый такой момент. Война пропагандируется там достаточно активно. Все начинается с так называемого патриотического воспитания, когда всем рассказывают о том, что именно Россия победила во Второй мировой войне. И очень популярен такой лозунг о том, что можем повторить. И вот как сделать так, чтобы не повторить, и что сделать, чтобы Украина спасла детей на оккупированных территориях, мы будем говорить, как я уже сказал, с Сергеем Пархоменко, директором Центра внешних политических исследований. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Как вы можете характеризовать ситуацию, связанную вот с вовлечением детей в такие прамилитаристские структуры? Насколько это массово в Крыму? Російська Федерація діє абсолютно за правилами Радянського Союзу, коли з найменшого віку дитина тільки пішла в школу, її стягають в мілітаристські структури, в парамілітаристські, їй нав'язують агресивну риторику і розказують, що тільки партія і Ленін правильну думку світ, розказують, як бути печальними з програми, як треба стучати на батьків, якщо вони продались п'ятому заходу або якимось іншим ворожим структурам. Це все абсолютно вона робить і зараз. Тобто в нинішній ситуації ми бачимо відображення, таке дзеркальне відображення радянської дійсності. І, звичайно, що кожна школа залучена до такого, в тій чи іншій мірі, до цього так званого національно-патріотичного виховання. Тому
ми бачимо безпрецедентний фактор, коли всі фактично діти, які перебувають в окупованому Криму, знаходяться під загрозою тотального впливу пропаганди, мілітарної пропаганди вже з молодшого шкільного віку. Це, скажу, стосується абсолютно всіх шкіл і навіть дітей молодшого шкільного віку. Но это подается под таким мирным соусом патриотического воспитания, любви к родине. Ну, тут не може бути ніякого мирного соусу, тому що Крим окупований. Виховуючи почуття к родині, це означає, що вони пропагують російський порядок денний, руський мір, і вони стверджують, що їхня батьківщина – це Росія. Тому це дуже шкідлива пропаганда. Будь-які її прояви навіть у мирному, не військовому форматі, це все одно дуже небезпечно. І ми це бачили фактично від першого року незалежності, коли в Криму існували і гуртки, такі російськомовних громадян, і шкільні гуртки, і гуртки вивчення російської мови, і факультативи, і вже потім цілі курси в університеті, потім просто вивчали звичайний курс шкільний російську мову. Оце це так звана мирно ненав'язування риторика, просто якесь просвітництво, воно є дуже небезпечним. І як з ним боротися, я скажу відверто, що Україні просто треба відключати весь російський контент. От і до, навіть якщо ми говоримо про якісь, ну так мовити, ліберальні видання, ліберальні пабліки, ліберальні канали, це ворог. Відключати повністю, тому що навіть через такі антипутінські пабліки будуть виходити пропагандистська інформація. Російські спецслужби, фабрика тролей і подібні інші структури вже давно навчилися через навіть ворожі до влади канали закидувати пропаганду і розкладати людей, просто розкладати їх морально і нав'язувати свою пропагандистську кремлівську позицію. Ну, это вы говорите о пропаганде на материке. А как нам уберечь детей в оккупированном Крыму? Оце дуже складне і, в принципі, правильно поставити питання, як нам зробити, щоб менше піддавалися пропагандистському люди, які діти, взагалі наші громадяни, на окупованій території Криму. На превеликий жаль, інших методів, крім дипломатичного тиску на Росію, а також спробують ретранслювати українські канали, радіостанції на окупований Крим, у нас іншого варіанту немає. Превеликий жаль, ні попередньої ні цієї влади не було реальних кроків для того, щоб поширювати наш порядок денний через радіо, чи через телебачення на окупований Крим. Ніхто не займався тим, щоб будувати транслятори і зробити якісь серйозні глушилки для російського сигналу російських медіа. Наприклад, якщо зараз мої друзі з фонду Мирико на Донбасі поставили ретранслятори на ворожу територію, вони були більш ефективні, ніж офіційні ретранслятори, які робила офіційна влада. Ну, на жаль, поки що до Криму рук не дійшли, щоб зробити такі самі ретранслятори на хоча б північну частину Криму. Там були спроби, але не був серйозний сигнал, не було достатньо техніки, щоб допомагати поширювати цю інформацію далі, ніж північний Крим. Ну, ведь влиять можно не только через эфир, да, и можно это делать, создавая интернет-ресурсы, которые проще донести в оккупированный Крым, несмотря на то, что там в том числе и блокируются многие ресурсы. Так. Как здесь, на материке, с этим обстоят дела? Можно ли говорить, что власть уделяет достаточно внимание созданию таких ресурсов, таких пабликов, таких вот центров информационных, которые могли бы противодействовать российской пропаганде на полуострове? Ні, влада взагалі не робить цього. Вона не опікується питанням населення окупованого Криму. Що можна казати, якщо зараз йде мова про обмін полоненими, де немає жодного кримчанина? Більш того, там зовсім невелика кількість людей зараз на обмін Україною затверджена. Я перепрошую, ми забули про тих людей, яких більше сотні, які перебувають під репресіями або вже є офіційно засудженими російською окупаційною владою. Але немає цих людей в списках полонених. Тому сподіватися, що ця влада зробить якусь програму для поширення українського контенту через інтернет, наприклад. Цього не очікував. Це капітулянська шкідлива влада, яка
про Крим, по факту воно вже забуло про нього, тільки для проформ, що інакше з цієї влади дуже жорстко спитають громадян. Тому я думаю, що ті якісь недолугі спроби, які були за попередньої влади, зробити якусь програму, якийсь пул для Криму. Ці недолугі спроби, превелике вже навіть за нинішньої влади припинились. Є канал Дон, але все одно, друзі, будемо відвертими, ще треба працювати над промоушеном і над запуском цього контенту, власне, в Крим через їхні пабліки, в тому числі через ворожі пропагандистські пабліки. Звичайно, є проблема того, що будуть блокувати і наші ютуб-канали. В Росії це є популярним, пропагується на рівні влади, і зараз вони вже офіційно готові відключати ютуб-канал, взагалі ютуб, якщо треба. Але поки була можливість, можна було, звичайно, зробити, підготувати на рівні відповідних спеціальних служб, на рівні Міністерства інформаційної політики, зараз Культ займається цим питанням, підготувати ті групи людей, які могли би правильно поширювати цей контент через, в тому числі, ворожі медіа, наприклад, через форуми, через Фейсбук-групи, через Ютуб-канали. Тобто закидати якусь справу. От подивіться, що случилось здесь. Ви ніколи не повірите. Путін всіх переіграв. І закидати якийсь український пропагандистський, умовно кажучи, ролик, коли росіянин подумають, о, що це інтересне, подивися, відкриє очі, каже, да, що то у нас тут все плохо в Росії. Ну от чому не робилося елементарно таких речей? Це можна обійти в плані. Просто треба було найняти фахівців, стати фахових менеджерів на рівні певних міністерств або спеціальних служб, або, наприклад, на рівні ССО, спеціальних операцій, і проводити таку дію з кримськими медіа і з кримськими політиками, навіть якщо вони є там офіційними, православними, проросійськими. Це можна запускати, і воно буде потихеньку, враховуючи економічні складнощі в Криму, розкладати, деморалізовувати навіть ватне населення і, можливо, піднімати певним чином дух українського елементу. Але, звичайно, для українського елементу теж влада нічого не запропонувала. І багато людей, мабуть, рукою на офіційний Київ, вже не сподіваючись на те, що буде якась програма реальної деокупації. Общаюсь сегодня в эфире с Ириной Седовой, медиакоординатором Крымской правозащитной группы. Про детей, которые там остались, я использовал термин «потерянное поколение». Она категорически против этого термина и говорит, что нельзя так относиться к детям в оккупированном Крыму, что это не совсем корректно. Что вы думаете по поводу? Мы потеряли детей, которые вот уже 6 лет растут в оккупации? Или есть возможность их сознание вернуть? Тут ми маємо чітко говорити про певні вікові групи. Якщо ми говоримо про дітей, які у віці 10 років опинились під окупацією, тут дуже складно. Мені здається, що це найбільш проблемна категорія від 10 і старше до 15 років. Це якраз той вік, коли формується світогляд, формується особистість. І коли в умовах російської окупації сформується світогляд, ми, очевидно, отримаємо людей, які не забажають повернутися в Україну, тому що просто не знають, що таке. Було йому 10 років, хлопчику чи дівчинці, або 8 років, коли була ще Україна. Тому його якісь підкові ці моменти, вони сформуються вже, коли Крим є. Звісно, це оця категорія дітей, підлітків, вона вже існує. Але це не означає, що всі діти, які проживають в Криму, це є втрачене покоління. Є люди, з якими ще можна боротися, яких треба боротися, і якими не буде насправді складніше, ніж Донбасу. А там буде складніше. Там реальна гуманітарна трагедія з Кримом. При певних підходах треба і можна поміняти світогляд, принаймні до України. Росія змогла більше себе протягом більше 20 років незалежності. Росія вела свою інформаційну роботу, гібридну підривну діяльність. Можна і в Україні добитися того, що люди, які проживають на около територіях, люди, які повернуться в країну після окупації, зможуть прийняти нашу державу і вважати себе частиною нашої держави. Могли ж росіяни переконати частину в 2014 році, до 14-го, що
що з Росією там населенню Криму більшість кримчан буде краще. Знову я думаю, Україна, якщо забажає, якщо буде дійсно над цим працювати, вона переконає людей, що в Україні їм краще. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Сергей Пархоменко, директор Центра внешних политических исследований, был с нами на связи. А сегодня произошло еще одно событие, достойное внимания. В оккупированном Крыму так называемый Верховный суд продолжил рассмотрение так называемого дела против Ленура Ислямова, против вице-президента Всемирного конгресса крымских татар. Там сторона защиты, стороны процесса представляли свои доводы, в том числе сторона защиты представляла свои материалы. И сегодня там должно было прозвучать видеообращение Ленура Ислямова, которого оккупанты обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования, подрыве электроопор и в призывах непризнания территориальной целостности России. Но оккупанты отказали адвокату Николаю Полозову в предоставлении этого диска для того, чтобы стороны так называемого процесса могли бы выслушать это видеообращение, чем нарушили, по мнению адвоката, право Ленура Ислямова на защиту. Я предлагаю послушать, что говорил Ленур Ислямов в этом видеообращении и что не услышали оккупационные судьи. Блокировали опоры, мы это не скрывали. Абсолютно. Подрывали опоры — это вы. Это вы подрывали вообще веру в то, что называется человечеством, создание незаконного вооруженного формирования. Гражданское формирование «Аскер» создано по закону Украины и на территории Украины. Все уставы, все документы у нас имеются и присутствуют. Незаконное нахождение ваших войск на украинской территории. По поводу незаконного вооруженного формирования. Мы добивались и будем добиваться того, чтобы государство Украина присвоило гражданскому формированию «Аскер» номер воинской части, и оно превратилось в батальон Намана Челебиджихана. Поэтому увидите еще и вооруженное, и большое по составу формирование, которое будет легитимным образом находиться рядом с админ-границей Крыма, я вам обещаю. Непризнание российского статуса Крыма. Я действительно его не признаю и никогда не признаю. И не только я, а весь мир так говорит, что оккупированный Крым — это территория Украины. Точка. Я стоял и стоять буду на том, что Крым мы должны освободить. На сегодняшний день он оккупирован. И если нужно будет, мы все положим головы, но вас там не будет. А теперь о ситуации на Донбассе. Украинская сторона трехсторонней контактной группы намерена провести неочередное заседание группы на следующей неделе. В частности, планируется рассмотреть вопрос обмена пленными. О том, какие еще вопросы намерены рассмотреть на заседании трехсторонней контактной группы, давайте послушаем. Розблокування російською стороною роботи КПВВ, фіналізації домовленості про 19 ділянок розмінування, фіналізації домовленості про 4 нові ділянки розведення, забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України, доступу гуманітарних організацій до утримуваних осіб. А с нами на связи Тим Златкин, журналист и военный волонтер. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы оцениваете эти требования, которые только что прозвучали? Я не считаю это требования. Это Это вопросы, которые хочет решить трехсторонняя контактная группа. которые выдвигает та сторона, как на самом деле это путь в никуда, либо к максимальному разрушению государства. К сожалению, у нас не очень хорошее качество связи.
Я не знаю, можно ли будет его исправить, но, тем не менее, продолжим разговор. Леонид Кравчук предложил на заседании трехсторонней контактной группы до конца этого года провести встречу лидеров нормандской четверки. Насколько реальны такие перспективы? Ну, у нас, к сожалению, пропала видеосвязь. Или вы меня слышите, Тим? Леонид Кравчук предлагает до конца года провести встречу лидеров нормандской четверки. Насколько это реально в нынешних условиях? Да, запросто они могут провести эту встречу, в том числе и онлайн, как сейчас с вами разговариваю. Дело-то не в этом. Дело в том, что Украину просто прогибают под требования Кремля, и все условия, которые выдвигаются нашей страной, им абсолютно по боку. Что вы имеете в виду, когда говорите «прогибают»? Выдвигая требования, которые мы не в состоянии исполнить чисто. Если уже мы говорим о чем-то, о договоренностях по мирному регулированию конфликта на Донбассе, то пусть для начала нам вернут Докучаевск и Дебальцево, в котором наши жители, это как минимум, а по полной программе тогда уже пусть начинает диалог о контроле нашей границы нашими военными сбройниками, нацполицией, нацгвардией. Ну, а насколько реально выполнить это требование, о которых вы говорите, вернуть под наш контроль эти населенные пункты? Вполне реально, мы там-то уже стояли. Можем запустить заново 25-ю бригаду в Дебальцево. Можем запустить запросто Морпехов в Докучаевск. Это наша земля, это наша территория. Что им еще здесь? Ну, насколько это реально в нынешних условиях и при нынешней политике прекращения огня, надежд на переговоры, ожидания обмена пленными? Ну, во-первых, никакого прекращения огня нет. Не соблюдаются мирные договоренности, не соблюдаются условия. Как правило, это российской стороной, российскими наемниками. И то, что нам сейчас рассказывают, что их там всего лишь 3000, как это у нас заявил уважаемый главнокомандующий, это брехня, их гораздо больше. Вот. Их в 9 раз минимум больше. Поэтому говорить о том, что не будет керосина либо бензина, чтобы завести нашу технику и чтобы она заехала вновь в Дебальцево, это по меньшей мере глупо. А почему Руслан Хомчак назвал именно эту цифру, как вы думаете? Наверное, Руслан Борисович плохо читает сводки ГУРа, СБУ и всех силовиков. Регулярно циркуляры на стол. Я не знаю. Ну, я не думаю, что он плохо читает. Может быть, есть какие-то другие версии? Нет никаких других версий. Если он имел в виду регулярные войска Российской Федерации, то их сейчас больше 6000. Если он имел в виду российских боевиков, так их порядка 27 в данный момент. Сколько сосредоточено вдоль границы, здесь я уже точно сказать не могу. Вот. Но по сводкам, которые у нас имеются на данный момент, мы можем, сейчас не 14-й год и не 15-й, мы каждую единицу техники способны фиксировать. А вам известно настроение солдат в окопах, например? Мне известно настроение не только солдат в окопах, а и офицеров, которые на передовой. И мне непонятно то, что сперва главнокомандующий и высшие офицеры отдают приказы не стрелять, не отвечать на провокационный огонь. За это выписывают штрафы старшим офицерам, за это гнобят как можно сильнее простых сержантов и бойцов. Некоторым дают вознаграждение за то, что они не стреляли в ответ. А потом, когда задают вопрос, позавчера у нас как раз был один погибший 200-й
под Авдеевкой, когда задают вопрос, почему не открывался огонь, Хамчак вдруг красиво и плавно съезжает на то, что ну, вы извините, решение принимается командиром подразделения, а не как ним. Это цинично, это грубо, это ужасно. А вы же сами из Донецка. Да? Вам известно настроение людей за линией фронта? Конечно. Какое у них настроение? Абсолютно никакое. Им уже, большинству населения абсолютно уже все равно, что им что Украина, что Россия, что сама определенная там, молодая республика. Им уже все равно, они скатились не только там к состоянию начала 2000, а уже далеко уровня 93-94 годов. Да. В Донецке не было ничего, ни работы, ни закона. Какой выход? Что делать с этими Минскими соглашениями дальше? Как вести, какую политику вести в нашей стране? Ну, на мое мнение, если мы будем выполнять только требования, которые нам предъявляют, и взамен не получать ничего, я не считаю, что имеет смысл вообще продолжать диалог в том же самом минском формате. Вот. Если нам все-таки его навязывают взамен нормандской четверки, то в таком случае пусть Россия в первую очередь признает себя стороной конфликта и участником его, и, как говорят у нас на Донбассе, отвечает за базар. То есть, если они говорят о том, что Украина должна соблюдать минские договоренности, пусть начинают с себя. Я говорю, в первую очередь, давайте вернем Дебальцево и Докучаевск, а дальше предметно поле. А так как наши войска отводят линии соприкосновения и называют это разведением, это абсолютный бред, ложь, неправда. Опять же, на Донбассе называют купелы, втирание фигни. Ну, я не знаю, какие еще эпитеты и термины думать. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Тим Златкин, журналист и волонтер, был с нами на связи. Российская Федерация хочет снизить роль нормандской четверки в урегулировании на Донбассе, предоставив субъектность боевикам. По этой причине она не подает трехсторонней контактной группе свой план совместных действий. Об этом заявил член трехсторонней контактной группы с нашей стороны Сергей Гармаш. Давайте послушаем, что он сказал. Росія хоче суб'єктивізувати ОРДЛО для того, щоб не просто піти від відповідальності за рішення, які будуть прийматися тристоронньою контактною групою, а щоб знизити роль нормандської четвірки. Тобто Росія хоче, щоб питання Донбасу вирішувалося на більш комфортному для неї майданчику, щоб це був саме майданчик тристоронньої контактної групи, де є ОРДЛО, але де немає Німеччини і Франції. А сейчас с нами на связи Фарис Исмаил Заде, проректор дипломатической академии при МИД Азербайджанской Республики. Мы будем с ним говорить о ситуации в Азербайджане и, конечно же, обсудим заявление, точнее рекомендацию французского Сената, который рекомендовал правительству Франции признать независимость Нагорного Карабаха. Уже есть реакция Азербайджана, азербайджанского парламента. Вот давайте послушаем, как там отреагировали на эти рекомендации. У французькому сенаті організовано брудну політичну кампанію проти Азербайджану. Прийнято упереджений документ. Перекручено суть нагірно-карабахського конфлікту. Справа в тому, що члени сенату закликали уряд Франції визнати незалежність сепаратистського режиму. Абсолютно справедливою є необхідність прийняття заяви у Мілі Меджлісі у зв'язку з цим. Ну, вот и есть, собственно, реакция МЗС Франции. Там не совсем согласны, скажем так, совсем не согласны с рекомендациями Сената. Давайте послушаем, что сказали в Министерстве иностранных дел Франции. Визнання Францією незалежності Нагірного Карабаху не піде на користь нікому. У цьому немає інтересів Вірменії, самого Карабаху, Франції, європейських партнерів і співголів Мінської групи ОБСЄ.
Пока мы налаживаем связь с Фаризом Исмаилзаде, я напомню, что сегодня мы в прямом эфире общались на эту тему с Андреем Шкилем, народным депутатом Украины нескольких созывов и президентом Фонда украинско-европейских инициатив. И вот по мнению Андрея Шкиля, такое заявление достаточно странное прозвучало из-за двух факторов. Во-первых, из-за влияния армянского лобби на французских политиков. Оно там, по его словам, достаточно активное и сильное. И еще это было вызвано, наверное, контекстом, связанным с взаимоотношениями президента Франции Эммануэля Макроном и президентом Турции Реджепом Таyyипом Эрдоганом. Этот конфликт уже развивается несколько месяцев. Он связан с действиями и с жесткими антиисламскими заявлениями французского президента. Но, как считает Андрей Шкиль, все-таки заявление Сената будет дезавуалировано, и Эммануэль Макрон наверняка проведет телефонные переговоры с президентом Азербайджана. И вот мне подсказывают, что уже есть с нами на связи Фарис Исмаилзаде, проректор дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Азербайджанской республики. Добрый вечер, Фарис. Добрый вечер. Как отреагировали в Азербайджане на такое заявление, на такие рекомендации французского Сената? Было ли оно для вас неожиданным? Ну, вы знаете, очень негативно отреагировали, потому что Франция является сопредседателем Минской группы. И мы очень надеемся и надеялись, что Франция будет занимать нейтральную позицию. Но, очевидно, деньги и влияние армянского лобби играют свою роль. И французский Сенат принял такую резолюцию, которая вообще противоречит международному праву. Сама Франция и все страны признают территориальную целостность Азербайджана, признают суверенитет Азербайджана над Карабахом. Нам было очень обидно увидеть решение Сената, и мы считаем, что оно антиконституционно. Мы считаем, что оно противоречит роли Франции в Минской группе. И сегодня МИД Азербайджана уже выразил свое недовольство и вручил ноту протеста французскому послу. Я думаю, что в дальнейшем у нас в Азербайджане будут рассматривать и пересматривать роль Франции в переговорном процессе. И уже ряд депутатов высказались за то, чтобы Францию исключить из числа сопредседателей Минской группы. Но ведь это же не совсем решение Франции, да? Это рекомендации Сената, и правительство Франции их не готово принимать. Там уже сказали, что это будет не совсем правильно. Но все равно мы считаем, что в самом Сенате тоже должны были быть более нейтральные, более сбалансированные дискуссии. Мы считаем, что армянское лобби и коррумпированные политики тут играют свою роль. И мы считаем, что даже решение Сената может негативно отразиться на влиянии Франции на Южном Кавказе, в том числе и на бизнес-отношениях между Францией и Азербайджаном. Ну ведь уже неоднократно звучали такие оценки, я не знаю, придерживаетесь ли и вы их, о том, что минский формат, который работал по вашей проблеме, он себя не оправдал. Поэтому, исключите вы Францию из этой группы, не исключите, Минск там все равно не работает. Какой вот на самом деле действенный механизм может быть? В принципе, вы правильно говорите. Одним из итогов Карабахской войны, Второй Карабахской войны, было не только освобождение ранее оккупированных территорий Азербайджаном, но и также изменение геополитического баланса в регионе. Если раньше мы говорили о балансе между Россией и Западом, то последние несколько месяцев мы видим, что Запад фактически не участвует в процессе. Америка не участвует, Франция занимает очень необъективную позицию. И фактически на месте, уже на полях, гарантом безопасности и гарантом прекращения войны послужила роль Турции. Мы видим, что Турция сейчас участвует уже в регионе как активный игрок. И есть миротворческие миссии, которые выполняют они вместе с Россией. Мониторинг,
и так далее. Поэтому я думаю, что происходит геополитический, значит, баланс меняется, происходят изменения, и Запад теряет свое влияние на Кавказе, и более практично уже де-факто гарантами являются больше Турция и Россия. Я благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору, за ваши оценки. Спасибо. Спасибо вам. Фарис Исмаилзаде был с нами на связи, а наше время в эфире подошло к концу. Сейчас наш эфир продолжит программа «Прайм» с Гульсум Халиловой. Оставайтесь с нами.